Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выставочном центре на 31-й Минской международной книжной выставке ярмарки мы провели презентацию нашего проекта «Белорусы. Народ праведников». Это первая книга нашего проекта. Сейчас эта книга вышла по моей фамилии, Славинского Александра, но сам проект, он будет включать последующие книги. Их будут авторами активисты гражданского патриотического общества. В настоящее время на канале в Ютубе уже достаточно много роликов, которые воспоминания о людях, спасавших евреев и людей, спасавших обреченных на смерть людей, уже достаточно много роликов. На второй сборник фактически материал уже есть, поэтому мы приглашаем желающих, у кого есть информация, у кого есть данные о том, как спасали в годы войны людей, пишите нам свои тексты, подавайте, и в очередной книге мы ваши материалы издадим. Добрый день всем! На моем канале в YouTube, как отметил Александр Степанович, уже есть немало роликов, просто свидетельства мы это называем. Свидетельства, слышавшие из первых уст. Уже нету поколения тех людей, которые в этом участвовали, но есть те, кто слышали, членов семьи, от ближайших друзей. И мне, как раввина, интересует особо духовный аспект этого коллективного подвига белорусского народа. И как сегодня, когда Александр Степанович презентовал книгу перед молодежной аудиторией, тут перед учащимися школ, спросил один из ребят: как вы думаете, что отличало человека, который был готов рисковать своей жизнью, чтобы спасать других людей, от тех, кто этого не делал? Ну и ответ тут, в общем-то, понятен. Это ценностный выбор человека. Люди разные, все боятся за свою жизнь, все хотят жить. Это вопрос ценностного выбора. И вот этот массовый героизм, массовое подвижничество людей белорусской земли, оно несет колоссальный позитивный духовный заряд. И в первую очередь для потомков этих людей, которые тут живут. И вообще для всех, и в частности, в том числе для моих единоверцев иудейских в мире и на Святой Земле, этот коллективный подвиг белорусского народа. И первая монография наша, это только как застрелка, она посвящена дезавуированию, фальсификации истории, когда вместо того, чтобы возвеличить должным образом и советскую державу, партизанское движение, которое было вооружено рукой советской власти на оккупированной территории, в частности, за спасение всех тех евреев, которым удалось спастись на оккупированной территории, сионистская фальшивография и вообще западная политтехнология занимаются тем, чтобы дефамировать Советский Союз и замалчивать коллективный подвиг советского народа. В следующих монографиях мы осветим подробнее и участие евреев в партизанском движении, и индивидуальные истории спасения, индивидуальные истории, складывавшиеся в массовый героизм белорусского народа, и еще множество архивных источников, как Александр Степанович умеет, поднимет из архивов, и мы их будем анализировать и делать выводы. Так, ну, товарищи все рассказали, но я, конечно же, не участник войны и не видел, но много слышал об этом. Много. У нас бригада «Беларусь» была, и отец был бойцом ее. Если я недавно посмотрел список участников бригады, там где-то процентов под 15 евреев, вот, явно, по фамилии. Я говорю, и я помню, отец, я еще маленький был, приезжали мы в Минск, они едут, говорят, давай куда пойдем, к Лейбе. А Лейба и брат его Абрам работали на железнодорожном, на станции, товарной станции Минска. На конях возили грузы. Ну и говорит, ну что, надо чекушку взять. Чекушку, если взяли, то Лейба, говорит, ящик принесет водки. Если уже он выпьет, то ящик поставит. Ну, так вот дружили, это правда, я не шучу, так оно и было. Ну и второе, что, естественно, в тот период, после Покров 41-го года,
в деревне у нас, ну, мне мама вспоминает, что в деревне узнали, что в Узлянах местечко было, и там евреев было, ну, местечко еврейское. Там и деревня есть, и местечко. И местечко постреляли всех, и малых, и больших евреев. Там более, и теперь памятник стоит, такой черный памятник, около 400 человек. Ну, и тот же день, как и у них, это было в октябре месяце, 6-го, по-моему, если я не ошибаюсь, стоит этот памятник, ну и в этот же день, в эти же дни постреляли вообще вокруг у нас, вот в Рудинске, в Марьиной Горке, в Пуховичах и так далее, кругом постреляли, в Шацке, у всех евреев. Это, конечно, жестоко было. Ну, а наша семья в 41 году осенью спасла, ну, пыталась, мальчика, Лейбович, он по отчеству, как его, ну, чуть не, Мишка, да. Ну, и Мишку спасали, но зиму он пережил. У нас тогда, в тот период, было моих два брата, Миша и Женя. Ну, нет, больше, чем я, естественно. Один 36-го, второй 33-го года. Они уже побольше чуть были. Но его поселили, дома боялись. Почему? Потому что преследовали. Поселили его в парнике колхозном. Ну, это буквально за межой, да. Стоял парник колхозный. Ну, парник колхозный, это как запарочник. Он теплый, полили. Ну, мама рассказывала, прибежал Мишка этот, одежду сняли, шевелиться. Паразитов. Столько паразитов, шея это вообще. Говорит, только в 4-й воде смогли помыть. Всплывали, как вот лед рубишь, и всплывает этот лед, льдинки эти, вот вши вот такое. Ну, это рассказывает, настолько было много. Ну, прятали его зиму, ну, а весной пошли на работы, налетели украинские полицаи. С Минска ли, откуда? Наверное, с Минска. Но говорили Шухевич, это банда. Ну, и увидели мальчишку, совсем маленького, ну, что там, 11 или 12 лет мальчишка, и застрелили подлецы. Он на кладбище и похоронен у нас. Я помню, где-то пошли, Вертмялик день мама называла, на кладбище, она говорит, это могилка Мишки. Ну, где она? Ну, теперь я уже, конечно, не найду, не было ничего, памятника какого-то, а обычно маленькая могилка. Ну, вот это такая история. Конечно, я говорю, народ стремился помочь. И я помню, как, собирались, у нас обычно собирались после войны, и вот вспоминали насколько называли немцев нелюдей, что просто и полицаев вообще считали хуже немцев даже. Хуже, чем немцы были, полицаи. Все, говорили так. Почему? Потому что с немца еще можно было уговорить, а полицая говорить невозможно. Он всегда мертвого оставлял после себя. Извините. Все, спасибо. Я скажу так. Историк не имеет права лгать, историк не имеет права врать. Вот, поэтому мы тут собрались за честь белорусской историографии и мировой в том числе. Никаких не будет у нас переписывания истории, только чистое голое право. Спасибо большое. Спасибо большое.